Протяженность 2,5 километра, ширина около 15 метров, 2 слоя асфальта. Такое покрытие, по словам дорожников, способно выдержать нагрузку более 60 тонн. А значит, прослужит без ремонта не менее 10 лет. В реконструкции эта трасса нуждалась еще с давних пор. Асфальт на глазах разрушался с каждым днем, а загруженность тем временем наоборот возрастала. Трассу включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предусмотрено устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя мелкозернистого толщиной 7 сантиметров. По всей протяженности дороги проектом предусмотрена замена бордюрного камня. Дальше по всей протяженности предусмотрены пешеходные переходы, тротуар. В районе Базоркина и Картоева мы демонтировали стеллу, выполнили работы по устройству светофорного объекта. Эта трасса одна из самых оживленных в Назрановском районе. Она связывает Назрань и Малгобек. Дорожники с уверенностью заявляют, трасса в 4 полосы после ремонта обеспечит автолюбителям комфортное передвижение из точки А в пункт Б. О частых технических поломках транспорта тоже забудут. В основном применили последние технологии, это все-таки асфальтобетон, там с добавлением порошка. Сделали разметку из пластика. На пешеходных переходах мы в дальнейшем предусмотрим освещение с тем, чтобы они заряжались от солнечных батарей. Здесь предусмотрены в том числе и пешеходные переходы. Их будет 4, начиная с перекрестка Картоева и Базоркина до улицы имени Магомеда Джамбулатова. Один из них с искусственным освещением на солнечных батареях. Реконструируем участки, наиболее самый сложный. Это участок, где мы находимся, район, значит, Ковчег, рынка, торгового центра и фабрика. Здесь идет разделительная полоса. В общем, сложности какие здесь были? Здесь сложности были в том, что на данном участке пришлось выполнять работы по устройству водопровода. Мы что здесь делали? Здесь проектом было предусмотрена замена и устройство новой водопроводной трубы. Мы проложили где-то порядка 250 метров здесь водопроводной трубы. На той стороне перенесли, там проложили трубу диаметром 100 диаметром. Поставили некоторые переходники. И вообще участок очень такой насыщенный, движение здесь большое. И вот с этим было связано сложности. 90% работ завершено, остались мелочи. Покрасить разметку с пешеходным переходом и проложить тротуар с барьерным ограждением. Для местных жителей такая строительная суета уже подарок. Они не могут нарадоваться переменам. Асфальтик была, хозбы, дарья схалер была, чины, да, садолт, ускамал хига, чины, халх додил хачу, те хабагдряж, хавах эхту барус, дехбуж был наха, циск шхама дехти машины штах. Ханс хоз асфальтик абилаб новый, наха абах эхту вы. Впрочем, как выясняется, разбитые дороги для водителей еще полбеды. Картину для многих портят сами автолюбители, оставляющие машины припаркованным в неположенном месте, а именно перед остановками для общественного транспорта. Бокол шеягач аутти машинаш порядок соблюдать и отсутишь ба еще машинаш шеягаш да вот это вес наха нокли мы. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в 83 российских регионах. На эти цели выделено 106 миллиардов рублей. В Ингушетии под проект подпадают 5 дорожных участков. Это около 10 километров протяженности. На реализацию выделено 250 миллионов рублей. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.